Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью». 20 сентября 1993 года Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции определила 15 мая, то есть сегодняшний день, Международным днем семьи. Установление этого дня призвано обратить внимание общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи. К примеру, есть такая статистика, что часто в современных семьях из-за того, что муж или жена уделяют много времени работе, телевизору, интернету, своему хобби, наедине супруги проводят всего 4 минуты в день. О том, насколько крепки семейные узы в Якутии, какие традиции соблюдаются и что нужно знать молодым людям, вступающим в брак, мы поговорим сегодня с первым заместителем руководителя управления ЗАГС Якутии Туярой Такасаевой. Туяра Привольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Управление ЗАГС ежегодно выпускает информационно-аналитический обзор государственной регистрации актов гражданского состояния. Каковы тенденции, насколько крепкие семьи в Якутии и много ли у нас разводов в регионе? Действительно, мы ежегодно выпускаем справочники, они очень у нас востребованы. Уже более 10 лет мы эти справочники после годовых отчетов выпускаем. Особенно востребованы они журналистами. Да? А на самом деле у нас заключение брака каждый год регистрируется в порядка 7 тысяч. Был пик регистрации, когда в 2011 году у нас было заключено около 9 тысяч браков. Насчет расторжения брака хочу сказать, и обрадовать, не так много. На самом деле у нас заключается намного больше браков, чем расторгается. У нас семьи достаточно стабильные. Конечно, и есть ежегодно спад есть расторжение брака, но не так много, будем так говорить. Все-таки больше половины у нас семей сохраняется. Но в основном расторжение брака происходит это у молодежи, будем так говорить, да, до 5 лет и так далее, совместная жизнь. А как-то в сравнении с другими регионами страны у нас показатель хороший? Да, мы всегда смотрим на своих соседей, допустим, по Дальневосточному федеральному округу. И у нас, конечно, меньше, чем заключение брака, меньше, чем в Приморском крае, потому что у них заключенных браков за прошлый год было около 16 тысяч, да? Но значительно больше, допустим, чем в Чукотском автономном округе, да? У них там около 400. Только но мне кажется, на это влияет и численность населения. Конечно, да, это все в совокупности, действительно, численность населения, отток и так далее. Все миграционные процессы, мы это действительно чувствуем. В целом, конечно, хочу отметить, что количество актов у нас снижается, да, допустим, в 2013 году, если у нас около 44 тысяч было, да, то в прошлом году мы достигли уровня 38 тысяч зарегистрированных актов гражданского состояния. То есть в целом число снижается, конечно. Но это акты гражданского состояния, это не только заключение брака, насколько я понимаю. Конечно, там, да, 9 видов у нас актов. Это расторжение, заключение брака, надо перечислять, это перемена имени и так далее. На самом деле. У ЗАГС Якутии есть очень интересный проект «Золотые семьи Якутии». У вас с собой, я вижу, это замечательная книжка. И я для телезрителей расскажу. В каждом выпуске книги собраны семейные истории пар, проживших вместе много лет. Как зародилась эта идея и как этот проект стал популярным? Да, действительно, это проект управления ЗАГС, исключительно выпускается уже прошло 10 лет, оказывается. Это у нас 5-й выпуск, буквально мы его получили на прошлой неделе, порядка 200 экземпляров. Но он очень востребованный, и сюда попадают исключительные семьи, которые служат примером для подрастающего поколения. Очень большая заинтересованность у детей, у внуков, да, они сами прямо просятся и приносят нам истории любви, да, своих родителей, бабушек, дедушек. И это у них остается дома как семейная реликвия, да. В общем, главы улусов районов представляют нам где-то по одному-две семьи, допустим, да, конечно, бывает, все хотят сюда попасть,
Соответственно, ну, это мы, конечно, некоторые ограничения делаем, потому что, ну, и в средствах как бы мы тоже немножко стеснены, будем так говорить. Ну, и начиная с 2014 года мы, в общем-то, нашли выход, да, финансирования вот, данной книги, и совместно с нашим Министерством по молодежной и семейной политике, вот, по их программе уже вот выпустили третью книгу, получается, это в 2015 году и в 2017 году, ну, 2013 год я забыла. Да. Ну вот критериев, я так понимаю, попадания вот в список, так сказать, Да, отбор, примерных да, пар. да. А самый основной критерий, это, я так понимаю, срок совместной жизни или же Да, нет? на самом деле сюда попадают юбиляры семейной жизни, 50 и более лет, да, это может быть 60, даже 70 у нас есть, сюда вот в книгу попали. Потом тематика у нас по выпускам меняется, допустим, 2013 год у нас был посвящен селу, допустим, да, труженикам села, да, которые у нас являются примером для всех. Вот. Потом, значит, это по 2010 году это посвящение было юбилею Победы, да, 65 лет Великой Отечественной войны. Ну, тематика, вот пятый выпуск, последний, он все-таки у нас посвящен нашему столетию, да. Вот буквально вот 24 июля этого года мы будем отмечать органы ЗАГС 100 лет в Республике Саха-Якутия. Вот, ну вот продолжая про примерные семьи, отдел ЗАГС Республики проводит торжественные чествования всегда юбиляров супружеской жизни. То есть это золотые, серебряные, если не ошибаюсь, свадьбы. Да, да, да. Как проходит чествование и что для этого нужно? Ну, помимо того, что прожить в браке 25-50 лет. Да, действительно, вот мы такое мероприятие практикуем, и к нам в основном обращаются, значит, если не сами, ну, юбиляры, да, они в основной массе, конечно, достаточно пожилые люди, к нам обращаются их дети, да, они приносят, значит, фотографии, вот, молодые годы, да, потом, значит, настоящее время, историю их любви, вот, и мы вот в торжественной обстановке их чествуем, заносим в книгу почета. Ну, допустим, это если касается района Улуса, то у нас в каждом отделе книга почета. И вот туда, вот в эту книгу запись делается. И тоже управлением была учреждена награда ведомственная, вот «Семейная доблесть» называется. И тоже, значит, начиная с 2014 года мы совместно с Министерством семейной политики, да, ежегодно, ну, по необходимости, значит, выпускаем вот такие знаки, да. Ну, соответственно, этот знак получают они один раз, ну, допустим, после 50 лет совместной жизни, ну, это может быть в 60 лет и так далее, вот по ходатайству Улуса и так далее. Ну, вот главная тема – это все-таки Международный день семьи, и как он обычно проходит, какие мероприятия, кроме чествования семейных пар, проводятся органами ЗАГС? Да. Вот действительно, вот этот день, он для нас особенный. Мы проводим в эти дни, допустим, сегодня у нас будет торжественная выписка новорожденных с перинатального центра. Это совместный проект, значит, Национального центра медицины и, значит, общественной организации «Матери России». И, конечно, с участием, значит, управления ЗАГС Республики Саха-Якутия. Далее, значит, мы проводим, кроме вот торжественных выписок, торжественные мероприятия по именонаречению, да, это очень, в общем, у нас в отделах проходит в торжественной обстановке, да. Вот хочу заметить, что наши работники очень инициативные, да, они каждому событию готовятся, да, и, ну, надо же, вот, на самом деле, вот не всегда у нас вот хорошие мероприятия, да, регистрируются, будем так говорить, события в жизни, и вот всегда относятся с пониманием.
Ну вот в этом, как вы уже сказали, в этом году столетие, Да. 100 лет исполняется республиканским органом ЗАГСа, и тоже какие-то запланированы к этой дате мероприятия? Да, вот, Что ожидать? да, действительно, вот столетие мы себя называем сверстниками революции, да, на самом деле органы ЗАГС в Российской Федерации созданы были вот после Октябрьской революции. Мы дату отмечаем 18 декабря. В прошлом году, допустим, это был юбилей столетний, да, органов ЗАГС Российской Федерации, а вот нынче уже Республики Саха-Якутия. И у нас действительно распоряжением главы нашей республики создан оргкомитет во главе с нашим курирующим заместителем председателя Гуляевым Михаилом Дмитриевичем. Да? И, соответственно, намечены много мероприятий, это целый план мероприятий. С размахом пройдет. Да. Это, значит, мы планируем 7-8 июля семинар-совещание. Мы хотим обязательно пригласить наших руководителей отделов, потому что не всегда у них такая возможность появляется, да, и провести, конечно, ну, обучающие семинары, тренинги, потому что они, соответственно, на этой работе в основном все, будем так говорить, они с опытом, да, у нас, ну, как бы приходят и надолго, в общем-то, задерживаются, да. Для нас это будет большой праздник, и, ну, одновременно мы будем их обучать новшествам. У нас законодательство меняется, поэтому есть чему обучить. Вот такой вопрос. Недавно в СМИ была информация, что разработан законопроект, согласно которому россияне смогут подавать заявление в ЗАГС за год до заключения брака. Вот можете пояснить, почему появилась подобная инициатива, насколько она будет удобна в случае принятия законом, и будет она удобна ли органам ЗАГС? На самом деле, вот эта запись за год – это объективная необходимость, ее действительно надо узаконивать, потому что мы знаем, все наши коллеги в других регионах вот такими, значит, ну, такой возможностью пользуются. Да? Вот мы, допустим, наш портал за год вперед открываем, и, соответственно, просто вот законодательно оно не было закреплено, будем так говорить. Да? И это вот как бы упорядочивает нашу деятельность, будем так говорить. Потом это удобство для самих граждан. Ну, в общем, это будет удобно. Все, да, очень удобно. Татьяна Револьевна, спасибо за эту интересную беседу. Во-первых, с Днем семьи вас, потому что вы семьи регистрируете, с наступающим столетием. А вам, дорогие телезрители, я пожелаю, любите друг друга и берегите свои семьи. Это было актуальное интервью. Мы говорили о Дне семьи и об органах ЗАГС в Якутии. Оставайтесь с нами.